Российский телеканал «Звезда», телеканал Министерства обороны, убрал из эфира фильм, посвященный главе Республики Ингушетия, герою России Юнусбеку Евкурову. Руководство канала даже принесло извинения на своем сайте, и сообщили, что редактор программы уволен. К моему глубокому сожалению, в нашей программе «Легенды армии» от 15 ноября 2016 года произошла грубая редакторская ошибка, связанная с ингушско-осетинским конфликтом 1992 года. Виновные понесли наказание. Поводом для такого решения стал фрагмент, в котором глава Ингушетии вспоминает события 24-летней давности, конфликт между осетинами и ингушами в пригородном районе Владикавказа, столице Северной Осетии. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров даже звонил первому заместителю администрации президента России Сергею Кириенко и заявил, что сюжет направлен на разжигание межнациональной розни. Надо сказать, что и сам Евкуров, генерал-разведчик, тоже сказал, что ему жаль, что кадры с его участием стали частью выпуска программы на «Звезде», что конфликт 20-летней давности давно исчерпан, осетинские и ингушские народы живут в мире и не следует пытаться вбить между ними клин. И самое главное, что сказал Евкуров, что канал позволил себе некорректную интерпретацию. Видимо, даже спустя столько лет говорить о тех событиях все еще очень трудно, а научиться это делать, кажется, это важно, хотя бы потому, что конфликты, в том числе и на национальной почве, происходят и в других странах, их тоже когда-нибудь придется решать. Я попросил своего коллегу, обозревателя «Эхо Кавказа» Вадима Дубнова посмотреть фрагменты этой передачи и объяснить мне, все же там корректно или некорректно, из-за чего разразился скандал и как это правильно обсуждать. Вадим, приветствую. Добрый день. Я предлагаю нам сперва посмотреть первый фрагмент из передачи телеканала «Звезда». Давайте начнем. Все, что говорит Евкуров, все так. Все, что говорит канал, тоже так. Только это все, то, что так, это такая только маленькая часть большой мозаики. И без того, что представляет собой остальное вот это мозаичное поле, эта вся правда не имеет никакого смысла. Это упрощение, которое, действительно, будучи правдой, это та простота, которая хуже воровства. Потому что в этом, собственно говоря, опасность. Опасность не в обмане, и даже не в желании разжечь межнациональную рознь. Я не думаю, что это было как-то запрограммировано. Скорее всего, это или злонамеренно. Непонимание тех эмоций, тех чувств, которые люди испытывают. Да, это просто такое журналистское упрощение. Не знаю, господин маршал, как журналист. А в чем сложность этого конфликта? Давайте тогда разберемся. Сложность во многом. Сложность в том, что есть у этого конфликта история. И сложность в том, что как в подобных конфликтах история не имеет в конечном счете никакого значения. Потому что та история, которая у этого конфликта была, это история осетино-ингушского, казачьего, российско-кавказского бытия, существования, сосуществования. Это все ужасно интересно, но это на самом деле к 92 году имеет очень непосредственное отношение, как вообще все. Это история, конечно, всегда важна и влияет на события, но в 92 году сошлись очень много факторов, которые к истории уже имеют меньше отношения. Давайте сейчас посмотрим второй сюжет, второй фрагмент из передачи, о котором, сейчас увидим что-то.
спустя столько лет в Ингушетии и в Осетии вообще возвращаются к истории этого конфликта? Конечно. Прежде всего для Ингушетии история существовала. История официального рождения которой, как Республики Ингушетия, она непосредственным образом связана с этим конфликтом. Она ровесница этого конфликта, можно сказать. И для Ингушей это очень важно, потому что, кроме того, что есть беженцы, кроме того, что есть безумное количество, десятки тысяч людей, которые были вынуждены переселиться из пригородного района. Это люди, которые спустя 20 лет себя продолжают считать беженцами? Нет, беженцы это проблема, это тоже очень сложная проблема, потому что, с одной стороны, они беженцы, да, и комплекс беженства сохраняется, но, конечно, через 20 лет эти люди уже живут совершенно другой жизнью. И с третьей точки зрения, беженцы никогда не возвращаются, а в Ингушетии им удалось немножко вернуться. Это достаточно любопытный случай. Есть некое общее представление, есть некая рана. Мне не нравится слово «ментальность», да, но тем не менее для каждого ингуша это тело. Для осетин это не так важно. Для осетин это некая такая обида на 92-й год, это легализация их комплексов по отношению к ингушам. Это тоже есть. Потому что дружбы никогда не было. Здесь позволено их ненавидеть. Это официально разрешено, что справедливо и для другой стороны. Тогда возникает вопрос, прежде чем к третьему фрагменту мы сейчас перейдем, когда главы республик говорят, что конфликт забыт, и не надо вбивать клин между народами, создает впечатление, что на самом деле конфликт, может быть, этот и забыт, но некое напряжение существует, и только чуть клин вобьешь, как что-то может случиться. Это так или нет? Знаете, здесь, опять же, очень много плоскостей, потому что, с одной стороны, для федерального центра конфликт давно забыт, потому что, собственно говоря, для него он был интересен с точки зрения 92-го года в Чечне, то, что происходило в Чечне. Это давно изжито, это давно не актуально, понятно. Но то, что случилось в 92 году, живет своей жизнью, которая не зависит от того, что было, когда конфликт затевался. Вот сейчас мы посмотрим третий фрагмент, кое-что хочу спросить про СМИ. Больнее всего оказалась интерпретация конфликта средствами массовой информации. Политика была такая, поддерживать одну сторону. Это наглядно было видно, в том числе там на всех передачах. Выставлялись ингуши агрессорами, выставлялись там. При этом, когда сегодня мы задаемся вопросом, как же получилось так, что и нападали это процентом соотношения 90% и погибших, и пропавших здесь ингушские национальности. Когда нам говорят, надо говорить помягче, я всегда задаю вопрос, а как мягко сказать? Как мягко сказать, кстати, сейчас Юнусбек, видимо, понял, потому что написал какие-то изменения на своем сайте, тем не менее, когда он говорит о том, что СМИ показывали однобоко в 92 году, это, на ваш взгляд, справедливое замечание? Это тоже правда, но здесь очень трудно понять, это в таких конфликтах невозможно определить, кто первым начал. И главное, непонятно, надо ли? Или надо? Потому что там была и провокация центра, которой было нужно повод для Чечни. Там были абсолютно... Я хотел на этот момент обратить внимание. Этот конфликт – это пролог к Чечне? Это часть чеченской истории. Это часть того, что происходило с 91 по 94 год. И в этом смысле два народа стали отчасти заложниками этой конфликта? Скорее, ингуши стали заложниками этого конфликта, потому что ингуши были первыми ответчиками за Чечню. Теперь вопрос. Но, опять же, это то, что я говорю, это тоже некоторое упрощение. Это тоже, я понимаю, что упрощение. Теперь очень короткий вопрос. Когда теперь российские СМИ, сегодня, например, обозреватель Олег Кашин это написал на сайте «Републик», говорит, что если только начать это говорить вслух, про этот конфликт, начать разговаривать на центральном телевидении, то он возникнет опять с новой силой. В села приедут люди с оружием. Это, на ваш взгляд, правда или нет? Нет, это невозможно сейчас, ни в какой степени, потому что есть взаимное недоверие между возвращающимися ингушами и осетинами, все это есть. Хуже или лучше как это не станет. Как надо себя вести СМИ в такой ситуации, как вам кажется? Не допускать упрощений. Если ты хочешь дать схему, то ты должен продумать эту схему. Возвращаться к этим нужно конфликту? Да, обязательно нужно, потому что конфликт продолжается. Конфликт не закончен, и мы не можем себе позволить, как пресса, делать вид, что его нет. Когда люди проговаривают это спустя столько лет, его можно погасить просто разговорами, какими-то там статьями, обсуждениями? Конфликт невозможно погасить. Ни осетино-ингушский, ни азербайджано-армяно-азербайджанский невозможно погасить эти конфликты. Их нужно мониторить, нужно научиться говорить некие слова правильные, точные, главное точные слова, не навреди, но и не
не позволь забыть о том, что он существует. Спасибо большое. Вадим Дубнов, обозреватель «Эхо Кавказа» в студии «Настоящего времени». Спасибо.